представлялся покупателем. Типа я уже брал машину у него. Отрицать свою причастность к мошенничествам 19-летний житель Самары не стал, и смысла не было. Против него полицейские собрали достаточно улик. Во время обыска в его квартире в Самаре они обнаружили несколько банковских карт, мобильные телефоны и десятки сим-карт. Все изъяли, а молодого человека задержали. Было это вот как. Алло, здравствуйте, я по поводу машины, я у вас забирал. Она начала троить, я по дороге как начал, я их начала троить. Согласно уголовному делу, проворачивал аферы молодой человек в одиночку и не выходя из дома. Искал в интернете объявления о продаже автомобилей, записывал телефоны. А когда объявления снимали, звонил продавцам и представлялся человеком, купившим автомобиль. Говорил, что проездила машина недолго, якобы начались неполадки и пришлось заехать в сервис. С продавцов он требовал деньги за ремонт, в противном случае грозился вернуть машину обратно. При этом, обманывая своих жертв, молодой человек, как сознался, подходил к делу творчески, менял свой голос и разговаривал от имени нескольких человек. Нагнал сервис, диагностику сделал, компрессию замерил. А там надо делать клапана. Вот. Вот со старшим сейчас переговорить, объяснить. Алло, здравствуйте. Как может вам обратиться? В итоге бывшие владельцы машин переводили аферисту деньги на ремонт. В общей сложности ему удалось обмануть 3 жителей Лаишева, каждого на 10 тысяч рублей. По данным фактам, Следственным отделом отдела МВД России по Лаишевскому району возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Полицейские не исключают, что молодой человек причастен как минимум еще к 10 подобным эпизодам мошенничества. Свою вину он признал, сейчас он находится под подпиской о невыезде. Елена Саляхова, вызов 112.